Да, я считаю, что я совершил очень большую ошибку. Ну, в то время я вот как бы был молодой. Есть такое, особенно у молодых это проявляется, да, они всегда какого-то хотят чего-то большего, не понимая как бы глубины той проблемы, которая на самом деле. Например, вот ислам, да, ислам это, конечно, все хорошо. Есть те, кто может использовать это чувство, именно хотение чего-то большего. Вот, играя на этих чувствах, они начинают тебе предлагать. В том числе и касаемо ислама, да. Не задумываясь, да, уже как-то более глубоко, они начинают там разные течения, ну, например, заходить, да, в исламе. В частности, вот я попал под влияние Хизбут Тахрир, они тоже вот предлагают именно вот, говорят, что у нас общество не такое, ну, естественно, нужно вот у нас законы не те и так далее, нам нужно их это все поменять и так далее. В первую очередь, да, многим не приходит в голову, что если ты сам что-то благое обществу не принесешь, ты не можешь уже как бы, да, сам что-то говорить, как оно правильно и так далее. Можно интерпретировать разные аяты, да, могут интерпретировать так, что на самом деле, да, ты как будто бы находишься на войне, к примеру, да. Именно Коран, его нужно, да, его именно глубоко изучать. Нельзя вот это однобоко на все смотреть, да, нужно со всех сторон на все это смотреть. И прежде всего это нужно, чтобы человек в себе пытался изменить и что-то благое сделать для общества. Во многих этих течениях, как бы они в этих, это вероубеждение, да, то есть они именно трактуют его так. То есть некоторые вопросы, да, они как бы оставляют без внимания. Ну, такая трактовка у них, да. И действительно, вот, им уже охота полностью все соблюдать. Ну и интерпретируют хадисы, аяты, да, именно в таком виде. Отсюда человек и попадает во много. Вот эти различные течения. Этот прием, ну, не только Хизбут Тахрир использует. Я просто слышал и про другие течения, которые также используют. Говорят, вот если ты вот так вот не будешь делать, то все. То есть на тебя такой груз накладывают, да, вот используя тяжко, а хотя там нужно все вопросы эти понимать, изучать. И как бы вот эта молодежь на самом деле, и сейчас, и тем более, когда интернет распространен, да, в наше время, а информации сейчас это в интернете это очень много. И чтобы такую информацию переварить, то есть это очень тяжело для молодых, во-первых. То есть поэтому нужно вот этот интернет на стороне, нужно идти получать знания у имамов, сейчас вот у теологов. Такой должен быть подход. Когда это только начиналось, еще в 2000-е годы, 2004-2006, ну, в то время не велась как бы такая работа, вот посадили и все. Тебе там очень мало кто приходил из имамов, там, да, с тобой разговаривал. И вот последний раз, когда сидел, со мной проводилась такая работа по реабилитации. Почему-то я считаю, что это очень хорошо и полезно, то, что существуют такие как реабилитационные центры, которые существуют теологи, которые могут разговаривать с тобой, да, и говорят, что в принципе я такой же мусульманин, как и ты, но я живу же, то есть живу в этом обществе. И вот я с ними разговаривал, сам размышлял, да, на эту тему. Соответственно, уже не сразу это приходит, конечно, осознание. Потом уже начинаешь понимать, да, действительно, это была большая ошибка.